Пользуясь случаем, вот по приезду Хангелас Капсагай, по борьбе Капсагай, приехал Александр Богомоев. Вас я поздравляю с успешным выступлением, 3-м местом. И давайте для начала поговорим о как прошло ваше детство, где вы родились, про родителей. Всем здравствуйте. Детство мое прошло в Иркутской области. Я здесь как раз боролся, в 2 зачета. Иркутская область, Бурятия. Родился я в поселке Усть-Ордынский. Вот это 60 километров от самого Иркутска. А так у нас вообще это получается Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Отдельный. Ага. Да, раньше как отдельный субъект федерации раньше был. Потом был Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Кагинский Бурятский автономный округ. И получается, их присоединили. В Орду к Иркутску присоединили, а к Чите присоединили. Забайкальский край там. Вообще родом я с маленькой деревушки, Кулункун называется. Она в 5 километрах от поселка. У нас поселок, в принципе, Усть-Ордынский, он большой, очень, я думаю, население 15 тысяч точно проживает. Я думаю, даже больше сейчас. Вот детство до 9 класса мое прошло там. Первые шаги в спортивной секции какие были? Первые шаги, не раз уже я говорил, то, что я начинал с футбола, в футбол играл. Наверное, вообще с раннего детства в футбол начал играть. И на секцию футбола ходил. В школе пока учился, в начальных классах занимался секцией футбола. А потом, получается, мой первый тренер, можно сказать, даже мой отец, Валерий Васильевич Абзаев, пришел в класс, в школу, позвал заниматься борьбой. Вот так я оказался в борьбе. Первую схватку в соревнованиях, когда вы были маленькими. Давайте вспомним про этот момент. Знаете, вот уже все, с тех времен уже все вот так вот в голове. Наверное, перемешались уже эти турниры первые. Кажется, я в первый турнир поехал на ковер Идыги, это вот тоже получается там в 15 километрах от поселка, деревня есть, и там этот турнир проводился. И там я занял 2-е место. Первый турнир, 2-е место я занял. Первую схватку я уже не помню, пошла. Наверное, там в финале проиграл, получается. Вот отсюда все началось. Вот благодаря Валерию Васильевичу, получается, он возил по соревнованиям, там где-то даже каких-то возможностей не было, там уезжать или еще там какие-то трудности были, но он всегда старался, ходил за мной, ездил за мной, забирал, увозил, привозил на соревнования. Вот так я остался в борьбе. После каких соревнований вы поняли, что вольная борьба это ваше, и надо вложиться в это дело? Первый большой успех, наверное. Первый большой успех-то, наверное, можно считать, все-таки это первенство России по юниорам. Оно проходило в Улан-Удэ, как раз в Улан-Удэ. Вот я там стал 3-м, попал в сборную, поехал на сборы, увидел, что это такое, как это. Первые мои сборы со сборной России. Как раз мы на то время прошли 2 сбора в Кисловодске. Свой взрослый результат я первый показал, наверное, это Ирыгина турнир в 2011 году. А так по молодежи, по юношам я высоких результатов не было. На уровне Сибирского федерального округа боролся, выигрывал Сибирский федеральный округ. По юношам выигрывал, по юниорам выигрывал, по взрослым тоже выигрывал. А именно такой вот большой первый, который это в 2011 году. На Ирыгина стал 2-м,
проиграл Джамалу Атарсултанову М, в финале. И получается со сборной команды России вот выступил на Кубке мира, который проходил в Каспийске. а, Ну, вот так вот попал в сборную. В этот же год, в 2011 год, я стал призером России. Здесь Якутский у нас, ага. да, Витя Лебедев. М, Ну, вот так вот начала развиваться моя большая борцовская карьера. а, Может, небольшая. а вчера вот на соревнованиях по Капсагай то говорили мастер спорта международного класса, то заслуженный мастер спорта. Вот разъясните ситуацию. Ну, так-то официально, да, и мастер спорта международного класса нету. У меня документов заслуженного мастера спорта там, я не знаю, там, в силу там определенных каких-то моментов там, бальная система. Хотя, я думаю, должна быть, если человек, например, у нас выигрывает чемпионат Европы, обладатель Кубка мира, уже присваивает, Европейские игры еще. уже присваивает заслуженный мастер спорта. А здесь ситуация такая, то, что на Кубке мира еще я 2 раза серебряным становился. Вот, да, европейские игры. Он тоже в тот год вроде говорили, что ну, как бы 2 титула, там, чемпион Европы, чемпион европейских игр. Не знаю. Про вчерашнее соревнование, про Капсагай, вот как вы к этому готовились и как бы эта борьба сам по себе? Ну, в целом про подготовку скажу, у нас вот там дома, вот в Усть-Орде, Сухарбаны тоже, ну, как бы национальные праздники проходят. Ну, летом праздник проходит, в принципе, я ну, постоянно принимаю участие. Нынче летом боролся. У нас там в весовых категориях борешься, потом абсолютное первенство проводят. И по правилам, ну, вот наша там борьба, она вообще схожа с Капсагаем. Тоже есть зона, тоже есть предупреждение за выталкивание, предупреждение за пассивную борьбу. В принципе, вообще все как здесь. Вот. Получается, в практике ну, борешься постоянно национальную борьбу. Так что, чтобы для меня там ну, было новшество какое-то, не скажу. А вот я несколько раз слышал, что Александр Богомолов физически очень такой крепкий, а вольная борьба, где вот не понимаешь, как это проявляется, давайте вот по подтягиванию, может быть жим лежа, может быть штангой, там приседы, какие вот самые максимальные у вас были? Не, ну я подтягивался всегда хорошо, в принципе. Ну, набирал, подтягивание набирал, канат. Ну, вот специальная физическая подготовка, канат, наверное. Раньше, например, я не скажу, чтобы там железом там прямо мы, ну, максимум нам тренер там давал штангу, там, ну, на время мы работали, основная такая на взрыв работа была. А, Да, после травм я начал больше там, ну, уделять время УФП. А так все больше, наверное, все-таки где-то природное. Ну и так, наверное, говорю то, что вот ты с детства, когда прививаешь, например, тоже те же подтягивания. В детстве я вот много на турниках лазил. Ну и отсюда уже подтягивания. А конкретно, чтобы вот именно вот ходить там, в тренажерный зал, ну, вот я где-то начал. Вот после травм, 17-й год, начал ну, качаться, там базу качать, там жим, присед, станово, ну, начал делать. А вот из спортивной составляющей подготовки по вольной борьбе, давайте это немножко так разделим. Кроссовая подготовка, работа на ковре, работа в тренажерных залах. Где вам больше всего нравится, а где вы думаете, надо что-то подтянуть? Не, на самом деле, ну, в борьбе вот на сегодняшний день, я считаю, вообще нужно, ну, везде. Вот сегодняшний день вот взять японца, да, вот Кона, да, который 61, там, молодой парень, считаю, вышел на мир, всех прямо большим скопом выиграл. И потом, ну, про него начали ролики ходить. Вот именно, что вот он как раз там занимается, ну, больше там акцент на такую
ну, специальную физическую подготовку. М. А где нравится, ну, на ковре, конечно, люблю работать. Кроссы, я не скажу, что я отличался кроссами, как бы. В школьное время вообще не любил бегать. Как бы. Короткие дистанции, да, нормально бежал, А, 100 метров, 60 взрывной, метров, поэтому, 200 метров. А. А вот именно длинные кроссы вообще не любил. Не любил бегать. Потом просто, наоборот, уже когда какое-то осознание пришло, вот, начал понимать, чего хочу. А. Начал как бы уделять, ну, что нужно бежать. Там, как мог, бежал. М. Ну, так, ну, старался, бегал всегда. Якутске вы в какой раз? Который раз приезжаете? Или со счета уже сбились? Да, наверное, уже со счета сбился. Я вот, недавно был летом на Детях Азии. Меня приглашали как почетного гостя, как выпускника игр. А я сам из села Черепча. Никогда вам не приходилось посетить Черептинскую спортивную школу имени Дмитрия Петровича Никогда Коркина? не приходилось, обычно приезжаешь, уезжаешь, либо ну, А. как-то на мероприятие всегда, А. либо соревнования, либо вот такие мероприятия, как вот, вот сейчас вот Хапсагай, Дети Азии, сейчас вот мероприятия, и как бы остаться не получалось ну, на подольше. Ну, надо исправить, надо все-таки съездить в Черепчинскую знаменитую школу. Ну, я сам состою в WhatsApp-группе Черептин Спорттоната, и к следующему приезду, вот, Дальний Восток же скоро будет, да? Ну, вот В я вот середине как бы там февраля. И мы планирую. вас просим, чтобы вы как-то запланировали и посетили нашу Черептинскую школу. Я Там вот- очень хороший спортивный музей имени Дмитрия Вот я Петровича как бы Коркина. планирую вообще вот И вас приглашаем. приехать на Дальний Восток, имею в виду. Но у меня сейчас опять там ну, немного начинают планы меняться. Я на сегодняшний день ну, тоже тренерской деятельностью занимаюсь. Ага. И ну, у меня там некоторые факторы там, от меня не зависят тоже. Поездка запланирована на 17 февраля туда, на сборы на Кавказ. Тогда мы вас здесь, Ну, может вот быть, и не увидим, да? более, чем вероятно. А так хотелось, конечно. Я вообще хотел, ну, особенно так вот, мысли приходили вообще остаться и здесь доготовиться, уже никуда не уезжать, не летать. Здесь потренироваться. Ну, как бы. Тогда и Россия в этом году как бы отпадает, да? Для Не, того, я- чтобы попасть в Россию, какие-то вот Дальний Восток обязательно или по другим Нет, критериям так-то можете? Там, вот я не знаю, там условия отбора, да, вот федеральный округ, может этот турнир главы, там и вот эти турниры каких-то, ну, вот, как на Иргина допускали, вот. У нас же там турнир главы будет в апреле месяце в ЛАНД. Вот. С этого турнира допускали на Ирыгина, не знаю, может на Россию, допустим, тут турнир поборюсь. В общем, видно будет, либо как-то по письму. Ясно. Ну, а в целом, ну, у меня вот по WhatsApp тоже люди спрашивали про отношение к рыбалке. Вот у вас Байкал рядом, и на охоте как вы ходите, как отдыхаете от борьбы, от Ну, спортивной жизни? Что касаемо рыбалки, охоты, это, я думаю, тоже такое, ну, этим надо загореться, наверное. Ну, во-первых, там, ходил на утку, ну, выходил в лес на конях, там, ходили, с ночевой выходил, как бы, но зверя не стрелял никогда. По утке там стрелял, имитацию делал, как бы. А так друзей здесь тоже много зовут. Сюда на охоту тоже приглашают. было приглашение, наверное. Да, приглашают, как бы, да, это такой азарт, я говорю, он либо, наверное, он тебе подойдет, либо не подойдет, как-то так. Ну, не знаю, для меня, наверное, только больше, если просто присутствие там, стрелять я точно, наверное, не буду. Кроме вот Иркутска, кроме Улан-Удэ, в каких городах вам больше всего нравится, где публика встречает, понимает борьбу? Публика, наверное, борьбу понимает, это во всех борцовских, наверное, наших этих регионах. На Кавказе понимают борьбу, да, ну, в Дагестане, в Осетии, в Красноярске более-менее, ну и то, наверное,
больше те зрители, которые, ну, вот, опять-таки, вот, с наших регионов съедутся, соседние Тулы, там, вот, с Якутии, там, с Бурятии, наши болельщики, которые приезжают, наполняют зал. Вот, ну, отсюда ажиотаж. А так такие, мало, наверное, у нас таких регионов, где вот, ну, знают, любят борьбу, понимают. Их, наверное, все-таки на пальцах можно перечесть. Вот организация про вчерашних соревнований, где вот финалисты, там как-то это световое освещение, все такое, вот как они выходили на ковер, как вам это? Да, вообще все вообще прямо шикарно, я не знаю даже как сказать. То, что касаемо, говорю, организационных моментов, Якутия всегда там, к этому относилась серьезно, все начинаю, говорю, от самолетов, ну, от аэропорта. Ты прилетел, тебя с хлебом, солью встретили, посадили в машину, привезли до гостиницы, разместили, можно сказать. И турнир сам, вот, то, что атмосфера в зале, все прямо, ну, я не знаю, все на высшем, высочайшем уровне. И как бы Якутия всегда все так проводит. Взять те же там Дети Азии, это столько людей, столько регионов встретить. В Якутии это поставлено уже. Вы известная личность, везде вас узнают, у нас в Якутске вот вам, наверное, проходы не дают, где фотографироваться, где поговорить, там все такое. Это в какой-то мере мешает спортивной карьере или наоборот с этим человек воодушевляется? Наверное, воодушевляется, никак не помешает. Никак как может это помешать? Точно никак не помешает. То есть, если люди, человек, вот он интересуется, знает, тебе уже приятно. Тебе подходит, как можно тогда отказать? Там, пообщаться, не сфотографироваться. Даже вот я вчера на абсолютное первенство, ну, в абсолютке мне надо было бороться, а я немного думал, что после награждения абсолютка будет. И как бы ходил там к врачу, пошел, что ли, ну и там это... не, там в разминочной зоне, где мы там все борцы находились, женщина мне давай сфотаемся, а зал свет выключили уже, ну, темно. Ну, давай сфотаемся, ну давайте сфотаемся. Она говорит, а пойдем выйдем сюда, ну, в этот в коридор на первом этаже. И все, я с ними вышел там в коридор. Давай, ну, с ними фототься. Там еще подошли, сфотался. Ну, в общем, пока пошел в зал, они, оказывается, уже на ковер вызывают. У меня еще борцовки даже не завязаны. Чуть не опоздал. Опаздывал, там пока объявляли, хорошо, быстренько шнурки завязал. А вот вы говорили про тренерскую работу, про это немножко поподробнее. С кем вы работаете, кого тренируете? Ну, я только начинаю, как бы, вот мой тренер Валерий Николаевич Иванов, заслуженный тренер России. Как бы, ну, вот с ним вместе работаю, там у нас получается вот братья Балтуевы. Есть там, ну еще есть молодые ребята, я думаю, ну, немного вот лично у меня там, ну как бы, я только в эту, как бы, сферу окунаюсь. А так, не, ну ребят-то много, имею в виду, я так больше вот с пацанами как играющий тренер с ними на ковре. И в целом вот сейчас, ну как бы, на Иргина Саша Балтуев боролся, к сожалению, ну, проиграл. Ничего. Как бы делать выводы, идти дальше. Федя сейчас после травм скоро возвратится. Свою спортивную карьеру, вот вы много раз выигрывали соревнования внутри России, а вот на мировых чемпионатах где-то как-то было вам тяжело. С чем это связано? Ну, первый чемпионат мира, если про чемпионат мира говорить, вот первый чемпионат мира в Ташкенте в 2014 году, в принципе, подошел к чемпионату в очень хорошей форме. И по объему, и вообще в целом все отлично было. Первую схватку выиграл грузин, даже вот с Бековым тогда боролись. Первую грузина, вторую армяна, ну, либо армянина, ну, либо наоборот. Вот.
Ну, 2 круга прошел, в 3-м кругу встретился с Бане, с кубинцем. И вот просто, как бы, он же на тот момент вообще неизвестен был. Кубинец, да кубинец. Мне этот Майрбек Юсупов подошел, я помню, а я даже там, ну, как момент упустил, с кем выхожу бороться в следующий круг. Кто там? И Майрбек Юсупов подходит, говорит, будешь бороться с Бане, ну, с кубинцем. Показывает, я смотрю, сидит, думаю, кубинец, да кубинец. Ну, как бы, в том плане то, что, ну, нигде его не видно, не слышно было. Как бы, ну, думаю, выйду, там, на классе его переиграю. А оказалось, это вот нельзя, ну, можно сказать, где-то недооценил психологически. Ведь его никто не знал, что он делает, как борется. Физически мощный, взрывной. Я вышел, он вроде бы, а у него такой еще стиль борьбы, это он назад отходит всегда, постоянно, такой есть. Ну, я на него шел, он назад отходил, ему раз предупреждение, 2 предупреждения уже дали. Могли баллом наказать вообще тогда, в принципе. Ну, тактически нужно было по-другому схватку. И все, ну, в целом вот у меня, я ему проиграл, получается, 3-й круг. А каково, вот интересно, на мировых чемпионатах, допустим, иранская школа борьбы, японская школа борьбы, вот американская. Американская, говорят, физика у них вот такая, что и техника немножко хромает, а по физике они очень сильно Ну, развиты. физико-функционально они, да, американцы, там, физико-функционально они всегда хорошо. Насколько это вот отражается в этих схватках, вот, например, с иранцем, японцем, американцем, еще там другими? Ну да, у всех, конечно, у всех стилей, у всех, наверное, стили школы разные, там, но все-таки именно, я думаю, школы разные, а по конкуренции, если сравнивать, с Россией никто не сравнится, я имею в виду именно по национальным чемпионатам. Вот именно национальные чемпионаты проходить, а так по школам, то что да, конечно, там они физически готовы больше там подходят, ну, те же, да, американцы, ну, вернее, подходят, не подходят. Не знаю, как это назвать там. Я считаю то, что у них этот, как его, вот патриотизм, может, они более такие раскованные выходят. Ну, вот даже те же Олимпийские игры, чемпионаты мира там. И вот у них получается всегда стрелять. А у нас, как мы когда выезжаем, у нас такое больше чувство ответственности какое-то, все давит. Ты понимаешь, что за страну выходишь. А они проиграют, улыбаются, убегают, вот американцы такие. Нет такого переживания от проигрыша. Ну, даже того же взять, например, этого Дейка. Кайл Дейв. Ну, проиграл схватку японцу. Все такой, чуть ли не с улыбкой, ты что там, убежал. Другой пойдет, там будет волосы себе рвать. Ну, я вот слышал, на чемпионатах России раньше вот говорили, выиграть чемпионат СССР это тяжелее всего, чем даже чемпионаты мира, Олимпийские игры. А сейчас вот в России каждый соперник, наверное, такой непроходной, тяжелые схватки, да? Да, вот у нас, вот я говорю, вот в России еще тем, то, что вот у нас даже, например, школ много, у всех разная школа, стили борьбы разные. И все, и вот эти стили, когда встречаются, они интересно, зрелищно и конкурентно у нас в стране. Вот, я думаю, все-таки не один, говорю еще раз, повторюсь, не один, наверное, чемпионат в мире, национальный чемпионат национальный, не сравнится с чемпионатом России. По участникам, по составу участников. Я думаю, в других странах гораздо легче, даже в той же Америке. Чемпионаты проходят не такие, как у нас. Ну что ж, пожелаем вам дальнейших успехов в спортивном поприще и в тренерской карьере, которую вы начинаете. И желаю вам всего доброго. Спасибо вам за то, что нашли время. И еще раз приглашаю в Чаровчу, если когда-нибудь запланируете так, чтобы посетить наш музей имени Дмитрия Петровича Коркина. Мы обязательно приедем, мы в Чаровчу съездим. Вообще так в целом, я думаю,
Ну и еще по районам Якутии проедемся. А,